Программа «Между тем», я Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Граждане Российской Федерации могут записаться добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбасса на портале госуслуг. Об этом стало известно 3 октября, когда на сайте появился соответствующий раздел. Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд, сказано на госуслугах. При этом уточняется, что доброволец должен иметь гражданство России, находиться в запасе вооруженных сил Российской Федерации, иметь военно-учетную специальность и подходить по возрасту. Для рядового и сержантского состава предельный возраст 50 лет, для младших офицеров 60 лет, а старших офицеров 65 лет. Также на портале напоминают, что призыву подлежат только люди, которые годны к прохождению службы по состоянию здоровья. Годными считаются те, кто имеет категорию «годен А», «годен с незначительными ограничениями Б» и «ограниченно годен» В. Ранее, 27 сентября, Минцифры сообщил о запущенной на госуслугах форме для оформления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для IT-специалистов. Пока услуга доступна только с территории России, сообщает Минцифры. Для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Затем она будет передана в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете. Любопытно, что нововведения на госуслугах первыми высоко оценили военкоры, которые написали, что именно такими должно быть электронное лицо вооруженных сил, четким и цифровым. Это к слову. Увидимся.